Межсезонье особенно травмоопасно и для пешеходов, и для автолюбителей. Поэтому госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть внимательнее и осторожнее на проезжей части дороги. В связи с ухудшением погодных условий нужно помнить о дистанции и боковом интервале между автомобилями. Быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время осадков снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. По словам инспектора ГИБДД, статистика показывает, что с наступлением холодов в разы увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Причина таких аварий – это невнимательность водителей, несоблюдение скоростных условий и неподготовленность управлять автомобилем в сложных погодных условиях. Поэтому подготовиться к зиме лучше заранее. Ездить зимой на летней резине очень опасно. Ее сцепление с дорогой сильно снижается. Это может привести к заносу и иным негативным последствиям. Осторожность с наступлением зимы следует проявлять и пешеходам, тем более, что уже в этом месяце были дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадали пешеходы. Короткий световой день, снег, дождь и туман значительно снижают видимость на дорогах. Пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы и перемещаться только по тротуарам и пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности. Госавтоинспекторы напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и взрослым, и детям, независимо от времени года. Ведь, нарушая ПДД, можно лишиться самого дорогого, что есть у человека – здоровья и жизни. Полина Бастракова, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Бесхозные гаражи и подобные объекты доставляют немало неудобств жителям Сосногорска. В строениях собираются бездомные, из любопытства забираются дети и подростки. Такие посиделки могут привести к трагедии. Данные строения, конечно же, имеют непосредственную угрозу для жизни подрастающего поколения, ну и в том числе и для тех лиц, которые там проводят такой некий досуг, это вот люди, ведущие социальный образ жизни. Вот, они греются, и это чаще всего приводит к таким последствиям, либо с их стороны это неосторожное обращение с огнем, либо вообще поджог. Согласно положению по вывозу и сносу самовольно установленных объектов, такие строения подлежат ликвидации. Эксперты управления ЖКХ размещают на гараже предупреждение на случай, если у него есть хозяин. Информацию также дают в СМИ. Владелец обязан в указанные сроки вывести объект с участка. Однако обычно никто не откликается. Тогда собирается комиссия, в которую входят сотрудники полиции, управление по делам ГО и ЧС и управление ЖКХ. Такая комиссия побывала на улице Горького в районе домов 1Б и 1В. Ранее уведомление о необходимости вывоза движимого имущества с земельных участков муниципалитета было неоднократно размещены на объектах. Управлением ЖКХ решено было произвести снос указанного движимого имущества. Мероприятие по сносу бесхозных строений продолжится на территории района. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В общественной приемной партии «Единая Россия» состоялась прямая линия с представителем регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми. Темой стал новый порядок выплаты пособий, в том числе по временной нетрудоспособности. С 2022 года больничные листы будут оформляться только в электронном виде. Действия по больничному согласовываться с работодателем. Работодателю будут направляться сведения для включения, для заполнения табеля учета рабочего времени первоначально. Также будет заполняться реестр сведений по тем сведениям, которые уже имеются в Фонде социального страхования. Работодатель должен будет проверить этот реестр, проставить периоды оплаты, все необходимые сведения, которые влияют на расчет пособия, районный коэффициент, стаж, например, уточнить, проверить. И уже после проверки сведений нам обратно отправить реестр на оплату. Работник может наблюдать за действиями по своему листу нетрудоспособности в личном кабинете получателя услуг. Чтобы зайти туда, нужна регистрация на сайте госуслуг. Там же можно связаться с сотрудниками ФСС, если возникнут вопросы. Аналогичным путем происходит выплата пособий по беременности и родам. Если оба родителя безработные, выплата будет осуществляться, скорее всего, органами социальной защиты населения. Если один из родителей работает, то по месту работы одного из родителей.
Что касается выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком, то есть эти сведения будут нам направлять работодатель, сообщать нам, что работник написал заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 3 лет и, соответственно, заявление на выплату пособия. Сотрудники Фонда социального страхования напоминают, что с выплаты пособий по временной нетрудоспособности удерживается 13% налога на доходы физических лиц. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.